Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам карту дня на 20 августа 2020 года. Посмотрим, какой день нас ждет на колоде Ленорман. Карта звезды выпадает. Теперь то, что помогать будет, то, что будет мешать. Карта на отношения, на работу, на финансы и на здоровье. Так, посмотрим, подсказывать будем из метафорической колоды. Итак, карта звезды. Карта звезды у нас традиционно считается картой будущего, да? То есть сегодня, может быть, сбудутся какие-то наши мечты. Может быть, вы давно чего-то хотели, о чем-то мечтали, или кто-то вам предсказывал, допустим, да, что вот что-то должно у вас произойти. Вот как раз сегодня такой день, да, когда сбываются мечты. Или когда мы можем мечтать только, да, то есть, может быть, мы еще только закладываем какие-то основы нашего будущего с помощью планов, с помощью наших мечтаний каких-то и так далее. А также эта карта говорит о каких-то поездках, да, может быть, вы неожиданно вдруг решите, что хотите поехать куда-то в отпуск, допустим, да, и вот соберетесь как-то быстро и вот махнули, да, потратили денежку на путешествие. Или, может быть, эта карта, когда налаживаются взаимоотношения, допустим, в семье, да. Также эта карта, когда мы имеем хорошую репутацию, доброе имя. И вот как-то сегодня об этом говорят, сегодня мы это замечаем, да. Вообще это новый какой-то поворот в жизни. Если болезнь была, то тут исцеление. Если сложности с работой, тут улучшение. В общем, звезды — это вообще у нас такое обещание какое-то нового, да, когда мы, вот знаете, настраиваемся на новую жизнь, как будто новый цикл в жизни происходит. И эта карта, она очень серьезная, она очень много приносит, может быть, и радости, и в то же время, знаете, как-то трудно подстроиться к новому, да, то есть трудно успеть за тем, что происходит, быстро очень все может разворачиваться. С одной стороны, вроде бы планы далекие, да, а разворачиваться все может быть очень быстро. Также карта хорошая для того, чтобы заняться внешностью, поменять имидж, может быть, сделать какую-то другую прическу, одежду купить какую-то вот совершенно новую, да, для вашего образа прошлого. То есть вот здесь вот может быть еще и вот с внешностью тоже такая игра. Что будет помогать? Будет помогать у нас карта коса. То есть, когда мы не будем бояться отсекать лишнее, когда мы не будем, знаете, цепляться за прошлое, но при этом мы все-таки используем все прошлое, весь опыт, да, на то, чтобы строить будущее. То есть вот как бы у нас тут две карты лежат, прошлого и будущего. Но только здесь человек, который собирается косить, да, то есть урожай собирать. На основе прошлого, да, мы строим будущее. Вот это хорошо. Но когда мы вообще, допустим, меняем свою жизнь и не хотим никаких, никаких дел иметь с прошлым, не берем ошибки какие-то в учет, да, не анализируем то, что было хорошо, что было плохо, разрываем отношения с людьми без возможности, ну, как когда-то общаться, допустим, да, вот это все будет плохо. То есть нужно что-то закрывать, да, но для того, чтобы использовать это в будущем. Но не так, что вот мы что-то оборвали, да, и просто, ну, ради того, чтобы закончить, да, не берем это с собой в будущее, не анализируем никак. Вот здесь вот такая ситуация. Давайте посмотрим, что будет в отношениях. У нас здесь всадник. Карта обновления, какие-то события, новые люди, поездки, новости какие-то, перемены, да.
Это очень такая подвижная карта, карта коммуникаций. И вот это все у нас в отношениях меняется. Для тех, кто в поиске партнера, карта говорит о том, что вы уже как бы привыкли в одиночестве, привыкли все делать сами, да. И если у вас так все будет продолжаться, то вы просто пропустите того человека, который сейчас в вашу жизнь спешит. Вот тем более вот ваша может осуществиться здесь мечта, желание, да, то есть нужно быть внимательным и нужно как бы внутренне настроиться, быть готовым к тому, чтобы поменять свою жизнь, да, от одиночества перейти к жизни в паре, да, это всегда сложно, потому что в одиночестве, с одной стороны, трудно, а с другой стороны, легко, потому что мы ни от кого не зависим, делаем, что хотим, да, и даже вот какая-то свобода, она все равно приятная, особенно когда к ней привыкаешь, да. И хочется, чтобы кто-то рядом был, и не хочется свою жизнь менять. Так вот, нужно настроиться, нужно как бы захотеть впустить в свою жизнь другого человека, тогда вот может встреча произойти. А для тех, у кого уже есть отношения, для тех, у кого уже есть пара, здесь у нас карта, когда мы открываем душу, да, откроем душу, и наш человек как-то по-новому поймет. Или, может быть, просто расскажем близкому человеку, чего мы хотим, куда мы хотим поехать, где мы хотим развиваться, где мы хотим работать, что мы хотим в жизни поменять, какие у нас мечты и желания. Вот это вот все было бы замечательно для того, чтобы обновились отношения. Для тех, кто в ссоре, карта говорит о том, что, возможно, мы слишком себя жалели, да, или как-то отгородились от партнера, очень холодно, может быть, действовали, или просто там не разговаривали, не отвечали на звонки, да. И карта говорит о том, что пора уже это заканчивать, если хотите все поменять. И вот по всаднику вы действительно можете помириться, и ваша жизнь может войти вот как-то в новую колею, да. А теперь работа. В работе выпадает карта собака. А это значит, что в коллективе все в порядке, мы друг другу помогаем, мы хорошо друг к другу относимся, да, и вот именно такая коллективная работа или работа в партнерстве, она приносит очень хорошие результаты для тех, кто ищет работу. Вот можно обратиться к другу или к близкому окружению, да, для того, чтобы была помощь оказана. То есть не нужно стараться одному с этим справляться. А для тех, кто работает уже, опять же, карта звезды, смотрите, то есть действительно здесь может быть что-то очень хорошее. Какие-то, давайте дополнительно еще достану, аж две вот получилось. Но здесь могут быть результаты обучения, здесь может быть какая-то результат коллективной работы, и все это дает как бы исполнение желания, да, это действительно может быть назначение на какую-то более высокую должность, это может быть завершение какого-то проекта, это может быть признание, когда вот всем объявят, ну, объявят во всеуслышание, что вот вы такой молодец, да. Так, теперь посмотрим, что ждет тех, кто своим делом занят. Здесь у нас карта такой скорости, да, но скорость это может быть опасно, если мы пропускаем какие-то детали. То есть здесь действительно могут ошибки стоить очень важного, да, может стоить и бизнеса, могут стоить партнерства, могут стоить даже жизни, да, потому что здесь действительно, смотрите, люк открытый, да, человек едет и не смотрит, а здесь как бы обрушается дорога, да, то есть человек не видит, ну, не препятствия, человек не видит ну, опасности, да, то есть это может быть опасность в чем? От других людей может опасность исходить, от внешних обстоятельств, от просто того, что когда мы очень быстро движемся, да, мы можем что-то, ну, как бы просто не в состоянии, допустим, заметить. В документах какие-то могут быть ошибки, в общении и так далее. То есть, смотрите, вот здесь нужно обязательно быть внимательными, и, может быть, вам нужен какой-то человек, который вот в деталях бы изучал все, да, для того, чтобы не было ошибок. Если, допустим, вы сами не успеваете, не справляетесь, вам нужны помощники.
Для финансов выпадает карта букет. Это денежная карта, это карта подарков, это карта каких-то приятных вещей, которые мы можем получить за деньги. Да, это и праздники, это какие-то походы в рестораны, в места, где мы можем к искусству прикоснуться, это путешествия на природу. В общем, все самое лучшее, да, что мы можем за деньги получить. Причем здесь вот может быть какое-то улучшение по поводу денег. Исполнение какого-то желания, исцеление денежной сферы. Для тех, кто на зарплате, да, здесь может быть вполне отдых, какое-то расслабление, да, и на это мы тратим деньги, на природу. На близких тоже, да, можем что-то, либо мы близким что-то даем, либо они нам что-то дарят. Для тех, кто своим делом занят, карта говорит о том, что предоставляются какие-то возможности, а вы их не видите. Или отказываетесь, да, или боитесь, или не хотите идти на контакт с какими-то людьми. В общем, может быть, это усталость, да, для того, чтобы вам начать зарабатывать хорошо, вам нужно отдохнуть, прийти в себя, может быть, даже побыть в одиночестве. Может быть, придут какие-то мысли, или просто отдохнете, энергетика восстановится, и вот выровняется вот эта сфера. Для здоровья выпадает карта ребенок, это значит, что у нас энергии будет много, будет хороший потенциал для выздоровления, если была какая-то болезнь, тем более в сочетании со звездами, да. А также карта говорит о том, что сегодня желательно себя вести непосредственно, да, масок не одевать. И, знаете, может быть открытыми, да. Может быть, даже какую-то игру нужно, какую-то долю игры в поведение добавить для того, чтобы вот со здоровьем все у нас было хорошо. Ну и думать, конечно, о сегодняшнем моменте. Ну, в общем, быть здесь и сейчас. Да, дети у нас обычно, они очень чувствительны к этому. Они не в прошлом, они не в будущем, они все время вот сейчас, да, вот ощущают то, что они делают сейчас, в каком моменте живут, и это тоже на здоровье очень сильно влияет. Давайте дополнительно достану. Творчество, да, правильно, творчество. И, может быть, заставить себя выйти в какую-то новую ситуацию, делать то, что никогда не делали. И это тоже для здоровья очень полезно. Друзья, желаю всем замечательного дня. Желаю, чтобы только самое лучшее сбывалось. Всего вам доброго. До новых встреч.